Добрый вечер. В эфире БСТ. Время подводить итоги недели. Лесные пожары потушены, курение в парках и на остановках запрещено, а за отдых в Башкирии отныне положен кэшбэк. В ближайшие 40 минут с вами я, Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Без боли и чувства одиночества. Нельзя говорить, что человек сюда придет умирать. В Уфе приступили к строительству самого большого хосписа в России. Отдельные корпуса для детей и взрослых, в палатах все как дома. У вас есть на раскачку год. Да. За этот год вы должны Всё людей успеем. подготовить, знания набрать теоретические, методику. Границы открывают с 1 августа, но самолеты из Уфы летать за рубеж пока не будут. Между тем, за отдых на родине положен кэшбэк. У нас такие отели есть, но, к сожалению, в Бурзянском районе только классификацию не прошли. Башкирия в числе регионов, путешествия по которым туристы смогут компенсировать до 15 тысяч рублей путевки. Это тяжело, это не описать словами. Никогда не думал, что так будет. 160 миллионов рублей, чтобы Анелия жила. Двухлетней девочке из Кумертау требуется самый дорогой укол в мире. Ходить и дышать малышке больнее с каждым днем. Все дети должны жить. Все дети достойны жить. Бегать, ходить, развиваться. Стрелял из ружья, добивал уже ломом. Все похоже. Отходит пес. Не успели мы. Избитый хозяином пес еще пытался жить с разбитым черепом и уже без глаз. Нечеловеческая жестокость, которая вновь может остаться безнаказанной. Слушайте этого А кто наркомана разговаривала? больше. Слушайте А твой этого отец лучше, наркомана. что ли? А твой отец лучше, что ли? Он не пьет. В Европу не полетят. От имени руководства республики поблагодарил, от имени всех болельщиков за то, что они реально герои. ТФК Уфа завершил самый длинный и тяжелый сезон с небывалой чередой травм и болезней. До Еврокубка не хватило 3 очков. Еще 24 миллиона рублей планируют выделить из федерального и регионального бюджетов для тушения лесных пожаров в Башкортостане. Годовой бюджет израсходовали за июль. Всего за 8 дней в лесах произошли 62 пожара, зачастую причина сухие грозы. Самая большая площадь поражения – национальный парк республики в Бурзянском районе, горели свыше 2000 гектаров. Чтобы потушить пожары в Заурале, потребовалось перебросить туда все силы и средства. Ущерб, нанесенный лесам и животному миру республики, еще подсчитывают. Предварительный убыток составляет около 3 миллионов рублей. В Башкортостане продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожар, например, в Башкирском заповеднике был потушен 21 числа в 21:20 до начала осадков. Пожар в Белорецком районе был, в принципе, остановлен и потушен тоже на утро 22 июля. Но дожди поставили жирную точку, и всякие уже вопросы о дальнейшем горении сняли. 27 человек получили благодарность. Еще один посмертно награжден медалью за доблесть. На этой неделе глава Башкортостана наградил участников ликвидации лесных пожаров. Это огнеборцы, работники лесного хозяйства и волонтеры. В их числе был и 60-летний житель села Серменево Белорецкого района, который вызвался спасать леса, но на месте у мужчины остановилось сердце. На церемонии присутствовала его супруга. Центробанк на неделе снизил ключевую ставку до нового исторического минимума еще на 25 базисных пунктов до 4,25%. Это уже третье снижение с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на черное золото. Снижение ставки учитывало динамику инфляции. Так, на Урале она составляет 3%. Действия Банка России уже оказали влияние на экономику, дешеветь начали кредиты. Стоит отметить, что регулятор не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от экономической активности. Меры по снижению ключевой ставки уже оказали позитивное влияние на восстановление экономической активности и прежде всего на смягчение условий кредитования. Снизились ставки по кредитованию для предприятий реального сектора. На исторически самом низком уровне находится ставка по ипотечным кредитам. В республике зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса. Скончалась 58-летняя женщина из Дюртюли. Заболевание приобрело неизлечимую форму из-за наличия у погибшей сахарного диабета. В тяжелом состоянии в больницах остаются 35 пациентов. Столько же человек инфицировались за последние сутки. Общее количество заболевших – 6571 человек.
Между тем, многочисленные нарушения масочного режима могут грозить вновь закрытием торговых комплексов. На неделе глава республики внес коррективы в указ о повышенной готовности. Так, люди старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции еще до 9 августа. Также сохраняется двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в регион из-за рубежа вывозными рейсами. Под вопросом остается открытие профилакториев и детских лагерей. Обязательно ношение масок. За нарушение солидные штрафы. Анастасия Чебаева с подробностями. Если у них температура есть, сразу здесь у нас звук появляется. Тепловизор на расстоянии измеряет температуру. Такая система позволяет не задерживать людей на входе. Для предприятия актуально. Проверка соблюдения указа главы республики проходит на заводе «Технодинамика». Антисептик есть, но я смотрю, никто из рабочих не пользуется антисептиком. Вот они проходят, да, все в масках. Вроде и соблюдением дистанции. По соседству еще одно предприятие «Молния». На входе стол с антисептиками и масками. Для сотрудников организации скорректировали график обеда. Теперь время посещения столовой у отделов должно различаться. Здесь не так много людей питается, да? Ну, в среднем в день 200-200. Но в любом случае графика приема пищи должно быть, чтобы люди, два человека за одним столом. Мы больше 5 человек в кафе находиться не можем. Полки с едой за защитным прозрачным щитом. Но с продуктами работают так не все. Продавцы в торговом центре «Меркурий» в ожидании клиентов за прилавками без масок. Надетая маска – это обязательное условие для сотрудников офлайн-магазинов. Торговый центр «Аркада» – бутик одежды. Нарушение. Однако, по словам женщины, она еще не успела трудоустроиться официально. Не было никого в магазине. Тут так нас душно. Туда вечно выходим дышать. Потому что тут дышать нечем. Но будь то сотрудник или пока еще стажер, виноват в любом случае работодатель, объясняют специалисты. Он не проконтролировал то, чтобы сотрудник постоянно находился на рабочем месте в средствах индивидуальной защиты. Также у них нет вывесок по профилактике ковида 2019, которые предусмотрены и есть на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, отсутствует журнал влажной уборки и дезинфекции помещения, что, возможно, говорит о том, что данное помещение не надлежащим образом дезинфицируется. Как проводится санобработка поручней в пазиках, тоже остается только догадываться. Тем не менее, пассажиры недовольны больше не этим. Вот, например, женщина сидит в маске, но считает, что защищает потенциальные инфекции окружающих, она рискует своим здоровьем. Такая вот самоотверженность в общественном транспорте. Ношение маски вредно для здоровья. В жару, да. Она сердцебиение, оказывается, учащает, повышает давление. Это маска, да. Конечно. Мы сейчас все инфекционисты и врачи. Ни о какой социальной дистанции речи быть не может. В «Газельке», которая рассчитана для перевозки сидящих пассажиров, нет места даже для стоящих. Масочные рейды на дорогах республики проводятся с 20 апреля. Составлено порядка 100 протоколов. За отсутствие маски штраф. Наложение штрафа на граждан от 1000 до 3000 рублей, на юридические лица от 50 до 100. При повторном проступке штрафы, соответственно, увеличиваются и будут на юридическое лицо от 100 до 200 тысяч рублей, а на граждан от 5 до 15 тысяч рублей. Обязательное наличие маски, обработка рук и еще проверка бесконтактным градусником. Очередь в центре «Мои документы» теперь не внутри, а снаружи, на улице. Температуру регулярно проверяют у самих сотрудников. При повышении градуса отправят домой. Еще одно обязательное условие – дезинфекция рабочего места. Санобработку проводят сами менеджеры. Социальную дистанцию не менее 1,5 метра в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Башкирия вышла на пик платы по коронавирусу. В транспорте, магазинах, больницах, торговых центрах и фитнес-клубах должны строго соблюдать масочный режим, заявил Ради Хабиров. Большое количество нарушений ограничительных мер может грозить вновь закрытием общественных мест. Вас я попрошу обеспечить, чтобы люди там были в масках. Чтобы ваши, во-первых, продавцы, начать хотя бы с этого. Продавец сидел в маске жестко. Дезинфекция регулярная была, чтобы. Там очень внимательно повысьте настороженность. Чтобы пандемия остановилась, по мнению эпидемиологов, 70% жителей должны иметь антитела к новому заболеванию. Пока же этот показатель достигнут лишь на треть. С начала пандемии в республике было составлено в ходе рейдов 650 протоколов. Большее количество нарушений выявлено в сфере торговли. Все меры направлены для перехода республики на второй этап снятия ограничений. Но в условиях беспечности ситуация может ухудшиться. Без усилий людей сам вирус не уйдет. Анастасия Чебаева, Лилия Курбанова, Вахид Халимов, Родион Матвеев. Итоги недели.
Россия возобновляет авиасообщение с 3 странами. С 1 августа самолеты начнут летать в Великобританию, Турцию и Танзанию. Но международный Уфимский аэропорт пока по-прежнему будет закрыт. Первые рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Тем же, кто планирует отдыхать в границах своей страны, отныне положен кэшбэк, в том числе и тем, кто выберет местом проведения отпуска Башкортостан. Республика вошла в перечень регионов России, путешествия по которым туристы смогут компенсировать часть расходов за счет бюджета. Фиксированный кэшбэк обещает участникам организованных пакетных туров, которые приобрели путевку на сайте туроператора с помощью карты МИР. Компенсация составит от 5 до 15 тысяч рублей. При этом тур должен стоить от 25 тысяч рублей, включать трансферы и размещение в гостинице. Программа по возмещению расходов может заработать с августа. 44 туроператора республики, которые состоят в этом реестре. И те, которые делают туры, там должно быть несколько условий выполнено. Самое, это минимальные 5 ночей должен быть тур. И размещаться в отелях, которые имеют уже классификацию. То есть по-простому это у которых есть звезды, так скажем. Но у нас такие отели есть, но, к сожалению, в Бурзянском районе только классификацию не прошли. В Уфе приступили к строительству самого большого хосписа в России. Местом выбрана площадка за торговым центром «Мега». К концу года планируется поднять коробку здания, а уже в 2021-м медучреждение открыть для приема пациентов. Там смогут облегчить жизнь людям с неизлечимыми и тяжелыми болезнями. Строят отдельные взрослые и детские корпуса. Хоспис возводится на деньги благотворителей, которые, к слову, требуются еще. Репортаж Лилии Курбановой. Маленький мой мальчик, любимый сыночек. Ответить маме малыш не может. У 5-летнего Богдана ДЦП и еще огромный список сопутствующих диагнозов и осложнений. Но от каждого «люблю» на лице мальчика улыбка, которая говорит больше, чем слова. Они так и живут. Что происходит с сыном, Лилия чувствует почти телепатически. Вместе, как одно целое, даже на кресле у зубного. Ребенка с такими повышенными потребностями не берут в детский сад. Сложно найти даже просто сиделку на дом. Какая бы любящая ни была мама, она человек. И она устает. Это слышно даже в интервью, которое сама записала Лилия Юмагулова. Сейчас появилась надежда. В Уфе начато строительство хосписа. Это место, куда смогут приехать тяжелобольные люди на время, чтобы просто отдохнуть и после вернуться домой. Мамы с паллиативными детьми лишены такой поддержки, потому что даже няню для ребенка найти непросто. Надеемся, что со строительством хосписа наша жизнь качественно улучшится. Наша — это значит наших детей и их родителей. Площадь будущего хосписа больше 2 гектаров. Блоки и прогулочные зоны будут разделены по возрастам. Административное здание послужит своеобразной ширмой. Одновременно здесь смогут находиться 60 человек, которым необходима помощь. 20 детей и 40 взрослых. На первый взгляд не так много, но сделано это для того, чтобы к каждому был индивидуальный подход. В хосписе помогут онкобольным и людям с другими тяжелыми заболеваниями. Самый главный миф, что в хоспис приходит и обратно только вперед ногами. Да? Конечно, это неправда. Хоспис — это в первую очередь про жизнь. Нельзя говорить, что человек сюда придет умирать. То есть я уже говорила о том, что хоспис — это социальная передышка. Хоспис – это стабилизация состояния человека. Есть паллиативные пациенты, которые имеют тяжелые неизлечимые заболевания, и живут они по много лет. Уфимский хоспис может стать крупнейшим в России. Проходимость в месяц, по подсчетам специалистов, больше 100 человек. Для взрослых 2-, 3-, 4-местные палаты. Для детей – одноместные комнаты. Вместе с ними смогут жить и родители. Так ребенок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты. Внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах, как дома. Учли опыт и российский, и мировой опыт. Ездили много, и за границу смотрели, и приглашали Ньюту Федермессер. Она очень много внесла даже предложений. Проектировщиками она много работала, да. Поэтому действительно это будет. И мы обязательно еще поедем учиться, потому что, к сожалению, в республике этого опыта взять негде. И я считаю, что мировой опыт, он очень важен. Есть совершенно уникальные хосписы и за границей в том числе. Поэтому, конечно же, привезем все самое лучшее.
хорошо, что у вас есть на раскачку год. Да. За этот год вы должны Всё людей успели. подготовить, знания набрать теоретические, методику. Сейчас выравнивают площадь. Через месяц будут забивать сваи. Стены должны поднять полностью до конца года. Сдача объекта по плану в 2021 году. Сейчас по проекту на территории не предусмотрено жилье для работников. Как отметил глава республики, общежитие для младшего медицинского персонала необходимо. Его строительство может начаться после сдачи объекта. Ну а пока будет выделено место для его возведения. Заботиться о пациентах будут более 100 профессионалов. Медики, большинство педиатры и терапевты. Часть штата есть, набор коллектива еще идет. Помогать будут и волонтеры. Опыт паллиативной помощи в республике есть. Весной запустили проект «Хоспис на дому». Специалисты работают с детьми и взрослыми, которым помощь нужна уже сейчас. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Марат Юнусов. Итоги недели. Говоря о масштабных проектах в сфере медицины, Ради Хабиров в очередной раз поддержал идею строительства Центра гематологии и детской онкологии. Несмотря на финансовые трудности, этот объект будет реализован. Причем первый камень заложат уже в ближайшее время. Об этом глава Башкортостана заявил на встрече с медиками, на которой были подведены промежуточные итоги режима повышенной готовности. Говорили не только о минусах. У пандемии, как выяснилось, нашлось немало положительных сторон. За эти несколько месяцев в медуниверситете фиксируют наплыв выпускников, желающих учиться на врачей. Подробнее о том, как коронавирус затронул систему здравоохранения, в материале Артура Шамсуддинова. С представителями врачебного сообщества Ради Хабиров встретился за круглым столом. И, как водится, итоги начали подводить с цифр. Башкортостан может похвастаться сразу двумя позициями в рейтинге регионов. По заболеваемости на 100 тысяч населения мы на 78-м месте по стране, а уровень смертности составляет 0,5%. Это 82-я строчка. Последние 2 недели у нас сохраняется положительная динамика по количеству выздоровевших. Она, как правило, превышает количество заболевших. Более чем 505 тысяч тестов мы уже выполнили. Если в кулуарах думали, что выполнить там 100-150 тысяч, это будет достаточно. Но теперь понимаем, что даже 505 тысяч – это далеко не предел. К тому, что сейчас происходит, действительно никто не был готов. По словам руководителя онкоцентра Адели Измайлова, в самом начале пандемии они снизили число операций, в надежде, что летом ситуация нормализуется. В режиме ожидания оказались пациенты и других медучреждений. Например, в кардиоцентре пришлось отложить операции по пересадке сердца. Пройдет еще буквально месяц-два, и мы сможем в полную силу работать и с этими пациентами тоже. Но зато произошло очень важное событие в жизни кардиологов и в жизни, собственно, всех врачей. Значительно увеличились телемедицинские консультации. Врачи предложили создать в республике регистр плановых больных, тех, чьи приемы были перенесены из-за пандемии. Значит, он туда входит, вбивается, и ему там быстро принимается, там, вот мне нужно там условно операцию чего-то там сделать, да, раз у него появляется там, вам назначена операция условно 4 ноября 2020. Если это возможно, это было бы лучшим, наверное, решением. В целом пандемия дала уникальный шанс масштабной модернизации системы здравоохранения. Закупленное оборудование никто отнимать у больниц не будет, заявил глава республики. И несмотря на трудности с финансами, в ближайшее время должно начаться строительство детского центра гематологии. Это очень необходимо на сегодняшний день, потому что всего 45 коек, которые есть у нас, и мы по обеспеченности койками отстаем в 3 раза в среднем от российского показателя. Это получается, вот я как, на бытовом уровне это получается, что наши мамочки должны с детьми больными в Москву ездить. 2/3 пациентов едут либо в Санкт-Петербург, либо в Москву. Начинаем строить центр гематологии. Более детально глава республики обещал ознакомиться и с проектом реконструкции Уфимской больницы скорой помощи. Чтобы сделать прием комфортнее и оперативнее, потоки хотят разделить в зависимости от тяжести состояния пациентов. Красная зона – это реанимационные больные, помощь им нужна незамедлительно. Желтая зона – пациенты тоже каталочные, но они стабильные, средней степени тяжести или тяжелые. Их диагностика может, так сказать, в течение 2-3, а иногда и суток. Ну и пациенты, которые идут, так сказать, своим ходом. Когда начнется вакцинация от коронавируса, пока неизвестно. А до тех пор врачи предложили привить хотя бы старшее поколение от пневмонии, чтобы снизить риски заболевания в условиях пандемии. Коронавирус не имеет столько значения, сколько имеет значение пневмония. Они потом погибают от пневмонии. Это как бы такой момент, который ускоряет это развитие пневмонии. Это вот люди 65 лет, их можно вакцинировать.
Они же довольно люди пожилые, сопутствующих заболеваний много. Эпидемиологическая ситуация с каждым днем улучшается, но расслабляться рано. Нагрузка на врачей по-прежнему высока. Всех причастных в борьбе с коронавирусом будут награждать памятным знаком и соответствующим удостоверением. Глава региона особо подчеркнул, что нужно тщательно проверить все списки, чтобы никого не забыть. Завершая встречу, Ради Хабиров процитировал слова Уинстона Черчилля, которые вполне могут стать девизом нынешней ситуации. Никогда столь многие не зависели от столь немногих. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Артур Елаев и Азат Ишбулатов. Итоги недели. Покурить в общественных местах отныне больше не удастся. Закон на неделе приняла Госдума. В Башкортостане же свои дополнительные ограничения. К табачным изделиям приравняли электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Запрет на их использование будет распространяться в парках, скверах и на остановках общественного транспорта, а также в подземных и надземных пешеходных переходах, в зонах отдыха, туризма, на участках для занятия физической культурой и спортом, а также в местах проведения публичных мероприятий на открытом воздухе. В адрес депутатов нашего Государственного собрания поступало много обращений граждан с учетом жалобами на случаи курения в общественных местах. Особенно много жалоб было на курение кальяна. Сумма штрафа за нарушение данных ограничений составит 500 рублей, за повторное нарушение 1000. Давайте вместе сотворим чудо. Полуторагодовалой Анели из Кумертау нужна помощь. У девочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Раньше эта болезнь считалась неизлечимой, но сейчас у малышки есть шанс. Ведь недавно появился препарат, способный победить этот недуг. Правда, стоимость лекарства просто космическая – 160 миллионов рублей. Таких денег быстро не заработать, а времени у малышки катастрофически мало. Укол нужно сделать в течение нескольких месяцев. Наш корреспондент Радмир Азнабаев подсчитал, мы можем помочь Анели, но только если все вместе. Да? Мама. Больше она не. Ее спинка медленно, но верно слабеет. Она теряет возможность сидеть. Малышка уже не в силах опираться на ноги или поднять свои ручки выше уровня груди. Полуторагодовалая Анелия Равгудинова умирает. У нее спинально-мышечная атрофия 2-го типа. Ласково таких детей называют смайликами из-за аббревиатуры названия болезни СМА. Встречаются редко. В Кумертау это первый смайлик. Наверное, поэтому врачи так долго не могли понять, что с девочкой, у которой настолько не по-детски серьезные глаза. Советовали разное. Врачи нам говорили: зубы, гипотонус, задержка моторного развития. Пройдет, массажи, наотропы колите. Уже сама решила сдать анализ, потому что видела таких деток с этим заболеванием, сама помогала им. Повезла ее в клинику инвитро, стерлитамак и сдала анализ. И 30.06 наш анализ подтвердился. Чудо не произошло. Это тяжело. Это не описать словами. Никогда не думал, что так будет. Со временем болезнь прогрессирует, что приводит к атрофии всех мышц организма. Она начинается с ног, а заканчивается легкими и сердцем. В конце ребенок не может глотать, а потом и вовсе дышать. Но еще недавно болезнь считалась неизлечимой, а сейчас у Анелии есть реальный шанс жить и развиваться как полноценный ребенок. Для излечения ей необходим самый дорогой препарат в мире, который не зарегистрирован в России и продается только в США. Называется Золгенсма. Его стоимость 160 миллионов рублей. Правда, времени осталось совсем немного. Укол необходимо ввести до того, как Анелии исполнится 2 годика, иначе эффекта не будет. Счет идет на дни, ведь с каждым восходом солнца девочка слабеет. Это очень космическая сумма. Она для нас, не то что для нас, она полностью для Кумертау. Да любая семья не потянет такую сумму, потому что таких денег за год даже не заработаешь, за 5 лет не заработаешь. Надо всю жизнь работать, и то не заработаешь, наверное. Молодые родители Анелии обращаются во все фонды, крупные и небольшие, всероссийские и местные. Но пока их никуда не берут, поэтому мама и папа запустили благотворительный сбор в своих соцсетях. Все, кто хочет помочь Анелии выжить, может перевести любую сумму на счета родителей. Она ослабла, она как тесто становится. С каждым днем она слабеет. Мы верим, что найдутся добрые люди, которые смогут и захотят нам помочь. Потому что наша дочка должна жить. Все дети должны жить. Все дети достойны жить.
бегать, ходить, развиваться. 160 миллионов – действительно фантастическая цифра. Чтобы ее собрать, нужно, к примеру, чтобы каждый житель республики как минимум отправил по 40 рублей. Это просто один раз не поесть мороженого или отказать себе в чашечке кофе, но тем самым можно спасти жизнь, сотворить сказку для маленькой Анелии. Каждый из нас может стать винтиком, небольшой частью одного целого, чего-то большего, чуда, которое сможем сотворить только мы. Радмир Азнабаев, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Союзмультфильм может заговорить на башкирском. На этой неделе Ради Хабиров встретился с директором киностудии Борисом Машковцевым. Речь шла о перспективах развития анимации в регионе. Глава региона подчеркнул, что уфимская студия «Муха», продукция которой пользуется популярностью на российском мультипликационном рынке, вполне могла бы стать резидентом технопарка «Союзмультфильма». И тогда о башкирских персонажах узнал бы весь мир. Столько, сколько смотрит современный ребенок, он пересмотрит все то, что сделано российскими аниматорами, за пару месяцев. Поэтому нам очень важно масштабироваться, нам очень важно выйти сейчас на зарубежные рынки, потому что мы способны развиваться быстрее, чем развивается наш рынок сбыта здесь. Теоретически можно вырастить студию в 200 человек и делать в год один мультфильм. Один мультфильм – это бюджет в районе, при разных раскладах, от 150 до 250 миллионов рублей. То есть, если вот мы договариваемся, эти деньги приходят сюда, налоги платятся здесь. Кстати, сейчас студия «Муха» работает над серией новелл «Северные Амуры» по заказу правительства республики. Они посвящены башкирским воинам разных эпох. Ради Хабиров ознакомился с тем, как продвигается работа. На масштабные проекты сейчас требуется порядка 3 лет. По меркам современной индустрии – долго. Причина прежде всего в кадрах. Глава республики предложил предоставить под студию новое, более просторное помещение. В этом случае можно было бы увеличить и число сотрудников в 4 раза. Здесь же можно организовать учебный центр для будущих мультипликаторов. Мы нашли решение, что студию «Муху» мы перевезем в наш IQ-парк, который вот на Закива-Лиди будет. Более того, это даже не самое главное, что мы сейчас начнем с ними плотнее работать. Мы им сделали один заказ уже на мультфильм «Северные Амуры». Мы сейчас с ними будем сотрудничать в сфере социальной рекламы. Чем еще запомнится уходящая неделя? Новости короткой строкой от Динары Таймасхановой. Верховный суд республики вынес приговор 30-летнему жителю города Давлеканово. Он признан виновным в убийстве 2 детей и их матери путем поджога. Трагедия произошла в мае прошлого года. Фигуранты дела были в гостях у друзей. Ближе к полуночи женщина со своими детьми 6 и 9 лет пошла домой. Подсудимый, обидевшись на это, поджег бревенчатый дом. Дети, спавшие в кроватях, а также их мать, задохнулись от угарного газа. Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы и взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей. В Кушнаренковском районе гибнет рыба. Рядом с водоемом села Ахметово нет никаких производств, откуда могли бы прийти вредные истоки. Поэтому специалисты склоняются к тому, что погибли они из-за недостатка кислорода. Всего выловили около 200 килограммов дохлой рыбы, часть которой забрали на экспертизу. Массовый мор рыбы обнаружили и в Кармаскалинском районе. Местные жители полагают, что это могло произойти из-за сброса отходов местного производства. Данная информация сейчас проверяется надзорными органами. В Башкортостане возобновлена выдача сертификатов на технические средства реабилитации из регионального перечня. В прошлом году он появился по решению Радия Хабирова в дополнение к федеральному. Для людей с ограниченными возможностями здоровья вновь появилась возможность приобрести оборудование, улучшающее качество их жизни. Срок действия сертификатов 60 дней. Реализовать их можно у любых поставщиков технических средств реабилитации. Штрафы для коллекторов могут повысить до 500 000 рублей. Правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. За действия, унижающие честь и достоинство должника, а также раскрытие его персональных данных, последует наказание. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей. Для юрлиц от 50 тысяч до 500 000 рублей. Также предполагается, что со следующего года коллекторы смогут общаться с родственниками и знакомыми должников, только если заемщик и третье лицо дали на это письменное согласие.
Соборная мечеть Аль-Рахим будет облицована белым греческим мрамором. Сейчас строители, ожидая поставку материала, подготавливают фасад. Точно таким же декором уже украшены минареты. На мраморных панелях вырезаны национальные узоры. В залах молитвенного дома установят систему «Теплый пол». Строительство мечети хоть и медленно, но продвигается. Работы затягиваются из-за проблем с финансированием и различных рабочих нюансов, сообщил председатель Думы Башкортостана Айнур Бергалин. Напомним, строительство мечети после затяжной паузы было возобновлено в 2019 году. В Уфе ученые презентовали мороженое с антибактериальным эффектом. В состав лакомства входит прополис и пыльца. Первый ингредиент считается природным антисептиком и антибиотиком, а вот пыльца в мороженом – дополнительный источник белка. Разработку планируют представить в следующем году на Апимонде. Сейчас изобретатели собираются получить патент и вывести новое башкирское мороженое на рынок. В одну из уфимских квартир проникла куница. Прежде чем поймать и посадить юркого хищника в переноску, пришлось за ним изрядно побегать. Незваного гостя хозяйка обнаружила на подоконнике кухни. Но когда прибыли спасатели, зверек сначала притаился под газовой плитой. Но при попытке вытащить его оттуда, каждый раз бегал по трубам в ванную комнату. Там куницу и выловили, затем вывезли в лесопосадку и отпустили на свободу. Не рассказать эту историю невозможно, чтобы содеянное не осталось безнаказанным. Зверское преступление, от которого кровь холодеет в жилах, произошло в уфимской Черниковке, где мужчина жестоко расправился с собственным псом. Сначала стрелял из ружья, потом злоумышленнику показалось этого мало, и он продолжал добивать истерзанное животное ломом. Еще 2 дня собака мучительно дышала, но уже не жила. Подробности у Эмиля Басареева. Мы приехали, все, пес уже в конвульсиях. Под головой он мокрый, муравьи его едят. Обезвоженный и еле дышащий пес почти 2 суток пролежал в лесополосе недалеко от частного сектора в Черниковке. Его обнаружили случайные прохожие. Череп животного был пробит, на голове и на теле сквозные ранения. Судя по всему, в пса стреляли, а груда опарышей вместо глаз пожирали его уже заживо. Болезненно умирая, он старался не издавать и звука, ведь убежал подальше от человека, самого дикого и опасного зверя. Все похоже, отходит пес. Не успели мы. В полуживом бедолаге жители частного сектора узнали дворняжку, которая принадлежит их соседям. Елена Хакимова часто подкармливала пса, так как хозяева о нем не заботились, говорит женщина. Целыми днями собака была привязана к короткой цепи, длины которой едва хватало, чтобы дотянуться до миски с водой. Люди пьющие здесь живут, собаки голодные. Через день кормила, пришла, в четверг я была, собаки были обе на месте. Пришла в субботу, собаку ту накормила, зашла сюда во двор. Цепь лежит, собаки нету. Местные жители отзываются о хозяине как о человеке неуравновешенном. Якобы мужчина недавно выписался из психиатрической лечебницы и часто выпивает, а собаку избивал постоянно. В этот раз, будто забавы ради, стрелял в пса, а после пытался добить ломом. Семью, в которой содержался пес, опросила полиция. Главы семейства в этот момент дома не оказалось. Ответ перед полицейскими, журналистами и волонтерами держала его дочь. На Кутузова выстрелы слышали, здесь выстрелы слышали все. Рома мне сказал, что собаку застрелили. Я с твоим отцом разговаривала. За жизнь собаки ветеринары боролись до последнего. К сожалению, шансов у нее не было. Прогноз был лишь один – мучительная смерть. К сожалению, собака поступила уже в критическом состоянии. Мы пытались оказать какие-то реанимационные меры, но, к сожалению, на терапевтические мероприятия она положительно не ответила. Такие раны и плюс перелом черепа ничего мы не смогли сделать. Поэтому мы приняли решение, чтобы Маню усыпить. Хоть и статья «Жестокое обращение с животными» была ужесточена, волонтеры опасаются, что наказание обойдет виновного стороной, как это произошло в прошлом году. Тогда мужчина перерезал горло собственному псу, но ему впоследствии ничего за это не было, ведь потерпевших по делу нет, рассказывают ветеринары. Поэтому убийство собственности, как и в этом случае, может остаться безнаказанным. Эмиль Басареев, Ратмир Азнабаев и Вадим Исламов. Итоги недели. Ну а теперь о спорте. Футбольный клуб Уфа завершил сезон на 9-м месте. В среду завершился чемпионат России. Он продлился больше года из-за пандемии. До последнего тура башкирская команда боролась за выход в Еврокубки. В результате до заветного 6-го места не хватило всего 3 очков. Уфа заканчивала турнир домашней встречи против тульского Арсенала. Команды разошлись миром 0-0. Артем Кочешев подведет итоги сезона.
Это был очень длинный и сложный сезон. Внутрироссийские футбольные баталии длились больше года. Последние 8 туров были сыграны в рекордно сжатые сроки, всего за месяц. Уфимцы в концовке попали в тяжелую ситуацию. В каждом следующем матче состав приходилось менять кардинально. В клубе объяснили это небывалой чередой травм и болезней. От чистого сердца от имени руководства республики поблагодарил, от имени всех болельщиков за то, что они реально герои, потому что мы до последнего момента шли в зоне Еврокубков, и тогда, когда у нас началась эта эпидемия травм, когда каждый матч у нас вылетало полсостава, и когда мы играли без замен, по сути, играли мальчишками молодыми, и каждый, выходя на поле, умирал за команду, за наш клуб, за болельщиков. До последнего тура Уфа претендовала на Лигу Европы. Ключевой стала домашняя игра против «Динамо». Москвичи одержали победу, вырвали 6-е место. В минувшем сезоне Уфа потрепала записных фаворитов. Побеждала «Зенит», «Спартак» и дважды Ростов. Не проиграла «Локомотиву» и «ЦСКА». Ровно год назад кто бы мог бы предположить, что Уфа до последнего будет бороться за место в Еврокубке. Кто бы мог предположить? Я думаю, никто не мог бы предположить. Многие, я помню, что нас уже сказали, что эта команда будет бороться за выживание. За 3 тура до завершения чемпионата команду покинул Шамиль Газизов. Он на протяжении 8 лет работал в клубе на должности генерального директора. Теперь на аналогичной позиции в «Спартаке». Москвичи, обладая несоизмеримо большим бюджетом, лишь в последнем туре обошли Уфу на 1 очко. Уфа – это для меня очень родное и очень близко. Это как родной дом. То есть и я в нем вырос, я в нем научился. И то, что я умею, это все благодаря Уфе. Вот. Но пришло время, когда я тоже понимаю, что мне как профессионалу надо сделать определенные шаги. На игроков Уфы снова есть спрос на рынке. Другие клубы сейчас заинтересованы в услугах Даниила Фомина, Астона Урунова, Йонаса Недолчару и других. Появляются и новые звездочки. Главным сюрпризом последнего тура стало появление в стартовом составе Никиты Белоусова. Это 18-летний воспитанник башкирского клуба. За первым матчем полузащитника в РПЛ наблюдал отец, приехавший из Туймазов. Леонид Белоусов 8 лет назад сам выходил на поле в футболке Уфы. И вот дождался дебюта сына. Я вообще удивлен, и когда-то должно было это состояться. То есть я играл сам, и я горжусь своим сыном, люблю его и думаю, что у него все получится больше, чем у меня. И то есть он уже это как бы показал и выходит сегодня в стартовом составе, то есть это в историю туймазинского футбола. Итоги сезона для Уфы более чем положительные. Александр Беленов не просто провел хороший год, он стал лучшим голкипером чемпионата и вошел в клуб имени Льва Яшина. Туда попадают вратари, сыгравшие 100 и более матчей без пропущенных мячей. В новом сезоне Уфа не только улучшила свою позицию в таблице, но и кардинально поменяла имидж. Новым основным цветом стал фиолетовый. Форма на новый сезон будет представлена 3 августа. Сам чемпионат начнется 8 числа. Подготовку к нему игроки Уфы под руководством Вадима Евсеева начнут уже в понедельник. Артем Кочешев, Александр Усманов. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на канале БСТ. До встречи в эфире.